Информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В начале выпуска озвучу самые заметные события уходящего дня. В Якутии проживают 19 долгожителей, возраст которых превышает 100 лет. Какие системы поддержки жителей старшего поколения действуют в республике? Трагические истории людей представили на выставке «Хроники террора украинского ненацистского режима» в Якутске. Расскажем подробнее. На газоперерабатывающем заводе прошли учения по отработке действий при налете дронов. Защита от беспилотников выходит на новый уровень. Концерт певческой капеллы Санкт-Петербурга открыл фестиваль «Северное сияние» в Якутске. О композициях и программе мероприятия. Якутск принял последний матч сезона Дальневосточной юношеской футбольной лиги. О заключительном матче кампании. Постепенное внедрение цифрового рубля, введение кредитных каникул, увеличение страховой защиты. Эти и не только новые законы вступили в силу с 1 октября в России. О том, какие изменения ждут граждан и как они затронут различные сферы жизни, узнаем далее. Одним из первых пунктов станет индексация заработной платы для ряда федеральных служащих, сотрудников силовых ведомств и военнослужащих. Повышение составит 7,6% и будет реализовано путем увеличения базовых ставок и применения повышающих коэффициентов к тарифам. Увеличение зарплаты с тем же процентом будет проведено и для работников федеральных учреждений в сферах медицины, науки, образования, культуры и социальной защиты, а также для сотрудников архивов и государственных органов. Данное повышение не коснется людей, работающих в региональных и муниципальных организациях. Решение по их зарплатам будет за местными органами власти. Также будет проведена индексация пенсий военнослужащих всех категорий. Также начнется постепенное внедрение цифрового рубля. Данный проект все еще находится на стадии доработки, поэтому первоначально новая форма валюты будет направлена на осуществление ряда социальных выплат, таких как пособия семьям с детьми, беременным женщинам, малообеспеченным гражданам, людям с инвалидностью и пенсионерам. Получатели смогут сами решить, сохранить ли им привычные методы предоставления финансовой поддержки или перейти на цифровой рубль. При выборе второго варианта гражданин должен будет подать заявление в банк и завести отдельный электронный кошелек. Изменения коснулись и налогового законодательства, которые касаются некоторых товаров и видов деятельности. В частности, скорректирован список медицинских изделий, не облагаемых НДС. В перечень включены пластмассовые трубки, детали для диагностической аппаратуры и импланты для протезирования. В то же время линзы без диоптрии и компрессионный трикотаж отныне исключены из списка и будут облагаться налогом по стандартной ставке. Предприятия общественного питания теперь могут претендовать на освобождение от НДС при годовой выручки до 3 миллиардов рублей. Заведения, открытые с 2026 года, также смогут претендовать на данную льготу независимо от своего дохода. Важно, что ставка НДС в 0% продлена для гостиничного бизнеса до 2030 года. Самозанятые предприниматели получат возможность оформить кредитные каникулы. Данная мера поддержки распространяется на займы, оформленные после 1 марта прошлого года. Важно, что на момент обращения за льготой, если присутствует просрочка по кредиту, она не должна превышать 30 дней. Приостановка выплат возможна максимум на 6 месяцев. Для различных видов бизнеса установлены разные лимиты. Самозанятые могут получить до 10 миллионов рублей, микропредприятия до 60 миллионов, малые предприятия до 400 миллионов, средние до миллиарда рублей. Банки, страховые компании, ломбарды и игорные организации не могут воспользоваться кредитными каникулами. С 1 октября этого года Банк России вводит обновленные правила для раскрытия инсайдерской информации на фондовом рынке. Новая инструкция расширяет понятие инсайдерских сведений, меняет временные рамки их раскрытия и вводит административную ответственность за нарушения. Также изменения законов ждут граждан и в конце месяца. С 22 октября региональные микрофинансовые организации, находящиеся в полной собственности субъектов России, смогут выдавать целевые ипотечные кредиты. Они будут доступны исключительно в рамках госпрограмм, а залогом послужит приобретаемое жилье. Банк России будет следить за деятельностью таких микрофинансовых организаций и вести официальный реестр допущенных к работе компаний.
С 30 октября страховая защита для долгосрочных безотзывных депозитных сертификатов увеличится до 2,8 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма страхового покрытия для одного вкладчика может достичь 4,2 миллионов рублей. 1,4 миллионов по обычным вкладам и 2,8 миллионов по сертификатам. Важно, что такие сертификаты можно передать другому лицу, но также с них нельзя досрочно снять средства. Банки планируют предлагать по этим продуктам повышенные ставки. Разобраться в налоговом уведомлении поможет промо-страница на сайте ФНС. Произвести уплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ за 2024 год необходимо не позднее 1 декабря текущего года. На сайте ФНС России на промо-странице налоговое уведомление 2025 года там можно узнать об основных изменениях в налогообложении имущества физических лиц, о способах проверки налоговых ставок и льгот, возможности получения платежных документов через ЕПГУ, а также о том, что делать, если налоговое уведомление не получено или в нем содержится некорректная информация и многое другое. В Якутии проживают 19 долгожителей, возраст которых превышает 100 лет. В республике действует система по поддержке жителей старшего поколения. Так, в Якутии живет около 200 тысяч людей старшего поколения, для которых действует 27 мер поддержки. Ими могут воспользоваться 191 тысяча человек в возрасте старше 60 лет. Среди них более 100 тысяч ветераны труда и 1624 человека старше 90 лет. Напомню, что с 1 октября повышаются пенсии у некоторых категорий пенсионеров, зарплаты бюджетников, появится QR-код для пенсионеров, увеличится страховка по вкладам. Продолжительность жизни в Якутии продолжает превышать среднероссийский показатель. Так, в Якутии она составляет 73,67 лет. Это превышает среднероссийский показатель, составляющий 73,46 лет, а также показатель по Дальневосточному федеральному округу, который равен 69,92. В рамках программы «Активное долголетие» в текущем году 7 районам выделено 7 миллионов рублей на организацию досуга, социального туризма и оздоровительных лагерей. В специальном доме для граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями прошла ежегодная ярмарка здоровья. Постояльцы получили бесплатные медицинские услуги, сотрудники больницы дали развернутые рекомендации. Подробнее в сюжете Анастасии Нянниковой. Ярмарка здоровья проводится уже более 10 лет и стала доброй традицией, направленной на поддержку старшего поколения. В акции ежегодно участвуют разные медицинские организации. В этом году обследование провели специалисты Якутской республиканской клинической больницы. Специалисты – кардиолог, ревматолог, делаем ЭКГ, УЗИ, лор, дерматолог, окулист. И мы выявляем заболевания, которые, конечно, у пожилых уже есть, но которые требуют стационарного лечения, либо амбулаторного лечения. И это очень облегчает жизнь маломобильных граждан, потому что куда-то в поликлинику идти далеко, а здесь мы сами приходим и проводим вот такие медосмотры. На выездном приеме работали врачи разных направлений. Для пожилых людей такие осмотры особенно важны. Они помогают контролировать хронические болезни и вовремя выявлять новые проблемы. Лор осмотрел меня, у меня трудности с слухом. И советовали посмотреться сурдологу. И был терапевт. Терапевт, конечно, все давление измерил и советы дали. Сейчас кардиологом буду осматриваться. И, конечно, это такое мероприятие очень полезно для пожилых людей, особенно они малоограниченные люди. И на местах осмотр, надеюсь, приносит очень много полезного и хорошего. В социальном доме проживают более 300 человек, и все они получили возможность пройти обследование бесплатно. Удобно, что с результатами осмотра пожилые люди пойдут к своему терапевту. Он будет проводить назначенное лечение и наблюдать за их состоянием. Это удобно, конечно, для нас. Но у меня какие просьбы у меня? Ошибка нету, пройти самое главное, посмотреть.
Чабаем будет болеть. Ярмарка здоровья – это прекрасная возможность не только пройти необходимое обследование, но и получить знания, которые помогут сохранить здоровье и улучшить качество жизни. Такие акции помогают пожилым людям чувствовать заботу и внимание, а главное – сохранять активность и уверенность в завтрашнем дне. Анастасия Няникова, Артюмен Наговицын, Якутск. Театр эстрады сегодня впервые отметил сразу два праздника – День пожилых людей и Международный день музыки. На благотворительном вечере под живой оркестр выступили два танцевальных ансамбля, состоящие из представителей старшего поколения. Танцоры выступили в разных стилях, от классики до современных постановок. В программу вошли различные жанры – вальс, танго, полька, а также русские лирические танцы. Мероприятие отныне станет ежегодным с приглашением не только пожилых людей, но и различных танцевальных коллективов города. Еще раз хочу поздравить с Днем пожилых людей. Ведь, это наши хранители наших традиций. Театр танца пригласил таких известных ансамблей: «Мозаика», руководитель Михаил Сивцев и ансамбли школы третьего возраста «Керейге». Здесь будут исполняться и российские, отечественные, и мировые танцы времен Великой Отечественной войны. В селе Тасурях Мирнинского района активно ведется строительство многофункционального культурного центра. Он станет важным культурным и социальным объектом для местных жителей. Центр предназначен для проведения различных мероприятий. Это могут быть концерты, выставки, мастер-классы и другие культурные события. Более подробно смотрите далее. Проект строительства многофункционального культурного центра включает в себя современные залы для занятий, библиотеку, а также пространство для досуга и общения. Ожидается, что культурный центр станет местом притяжения для всех возрастных групп, способствуя развитию культурной жизни села и укреплению общественных связей. Было начато финансирование благодаря подписанному соглашению правительства Республики Саха-Якутия и компании «Роснефть» и компания «Тасюряхнефтеказодобыча» через целевой фонд будущих поколений. Строительство объекта было начато в марте текущего года. Сегодня здесь успешно преодолены этапы подготовительных работ, и культурный центр перешел на стадию нулевого цикла. Это означает, что завершены земляные работы, заложен фундамент и началась подготовка к возведению основных конструкций. Трудностей больших нету пока. Все по плану идет, материалы все хватает. Но сейчас на стадии цокольного перекрытия. И потом уже через несколько, грубо говоря, через неделю начнется сборка металлоконструкций. Строительство центра – это не только шаг к улучшению инфраструктуры, но и возможность для жителей Тасюрях развивать свои таланты, участвовать в культурных инициативах и получать доступ к разнообразным образовательным программам. Открытие многофункционального культурного центра запланировано на август 2026 года, и местные жители с нетерпением ждут этого события. Анна Васильева, Мирный. В преддверии Дня учителя в Якутске состоялся традиционный круглый стол педагогов-ветеранов. Мероприятие прошло в рамках декады, посвященной Дню учителя в Институте развития образования и повышения квалификации. Новый директор института Михаил Калмаков поздравил педагогов с праздником и отметил значимость связи поколений в образовательной системе. Опытные наставники поделились своим профессиональным опытом с молодыми коллегами, обсудили вызовы современного образования и обозначили общее направление его развития. Наши ветераны в свое время очень много внесли личный вклад в систему развития образования. Поэтому их встреча с нашим коллективом всегда у нас традиционная. И поэтому мы всегда, следуя нашей традиции, молодой коллектив Института развития образования встречается с нашими ветеранами и прислушивается к их советам. Защита от беспилотников выходит на новый уровень. На территории Якутского газоперерабатывающего завода прошли учения по обработке действий при возможном налете дронов на предприятие. Как прошло учение, узнаем в сюжете далее.
Во время учений были отработаны своевременное выявление угрозы и работа по противодроновой обороне. Были применены как стандартное антидроновое ружье, так и новый комплекс «Серп», который обеспечивает защиту в радиусе до 5 километров. Данное средство работает в автоматическом режиме, то есть при появлении беспилотного летательного аппарата данное средство его фиксирует и автоматически включается на подавление и дает сигнал «воздушная тревога». Включается локальная система и идет информация для работников, которые находятся на газоперерабатывающем заводе, об их действиях. С началом тревоги также начались мероприятия по эвакуации сотрудников. Согласно инструкции, ими находится специально отведенное укромное место без окон для минимизации ущерба, если беспилотники все же влетели на территорию комплекса. Такие учения проходят несколько раз в год. Нас постоянно держат в тонусе, постоянно повторяют и обновляют инструкции. В целом уже все происходит на автоматизме. Учения прошли в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Подобные мероприятия пройдут на территории всей республики, проверяя готовность жителей и спасателей региона к различным чрезвычайным ситуациям. На других объектах жизнеобеспечения будут проходить учения, сопряженные с такой же водной, при ракетной опасности, воздушной опасности, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Действия будут проводиться по приведению в готовность защитных сооружений гражданской обороны, по приведению в действие сборных эвакуационных пунктов и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению. Кроме того, состоится масштабный смотр готовности сил и средств Якутской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам же прошедших учений, готовность газоперерабатывающего завода к возможному нападению беспилотников была дана оценка «хорошо». Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. Фотовыставку «Хроники террора украинского ненацистского режима» открыли в парламенте Якутии в день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В холле малого зала здания «Илтумен» состоялось открытие фотовыставки. В основе экспозиции снимки, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. На работах военкоров разрушенные дома и храмы, больницы и школы. Фотографии сопровождаются описанием событий и мест, по которым были нанесены удары. Фотовыставка будет работать в здании парламента до конца года. Эти фотофакты, они будут свидетельствовать и нам, и грядущим поколениям о тех преступлениях киевского режима, что они делают на своей территории, своей бывшей, и со своими гражданами. Этого прощать нельзя. Через эту фотовыставку, надеюсь, они поймут до конца, почему наша страна, наш президент Владимир Владимирович Путин и весь наш народ проводит эту специальную военную операцию именно для защиты русскоязычного населения бывшей Украинской ССР. С 1 по 3 октября в селе Чапаево Хангаласского района проходит 3-й Николаевский форум «Идеи, создающие будущее», посвященный памяти первого президента Якутии Михаила Николаева. Все подробности в сюжете далее. В официальной церемонии открытия форума приняли участие руководители Государственного собрания Иль-Тюмень и правительства республики. После торжественной части началась главная панельная сессия с участием почетных гостей на тему «Сильные бюджеты для муниципалитетов. Молодежные идеи для инвестиций и роста». Отмечается, что в организационный комитет поступило рекордное количество заявок от молодых специалистов со всей республики – более 350. По итогам конкурсного отбора для очного участия были приглашены 80 человек, представляющих 22 района Якутии. Мы всегда ориентируем на то, чтобы идеи, мысли, проекты молодежи, они реализовывались. И они должны чувствовать свой вклад в развитие нашей республики. Поэтому отличие сегодняшнего форума в том, что по 3 направлениям, как нам сделать экономически самостоятельными наше муниципальное образование,
как развивать сельское хозяйство и как развивать такую перспективную отрасль, как туризм. Организаторы отметили, что в этом году ключевой задачей форума стала разработка проектов, направленных на повышение экономической стабильности муниципалитетов, привлечение инвестиций, а также развитие сельского хозяйства и предпринимательства. И все они поборются за главный приз форума – обучение в ведущих вузах страны. Очень актуальная тема задана сегодня молодежи. Обратить внимание на муниципалитеты. Я как глава района Хангаласский Улус, я чувствую, что очень актуальный вопрос стоит перед молодежью сегодня. Изыскать пути экономической стабильности муниципальных районов по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства и туризма. Предложения участников нашли отражение стратегии социально-экономического развития региона. В частности, реализуются в просветительских проектах. При этом многие участники уже входят в отраслевые кадровые резервы и вносят вклад в жизнь республики. Ну а итоги форума будут подведены 3 октября. Власий Сергеев, Иван Уйгуров, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский Улус. Концерт старейшего хора России открыл международный фестиваль в столице республики. Выступление Санкт-Петербургской певческой капеллы прошло под управлением главного дирижера Николая Курбатова. Праздник искусства «Северное сияние» неизменно посвящен Международному дню музыки и ежегодно проводится с 2011 года. В концертной программе романсы, духовная музыка 18-20 веков и песни о Великой Отечественной войне. Этот приезд оказался возможным благодаря проекту «Всероссийские симфонические сезоны», который осуществляется через Московскую государственную филармонию. И концерт капеллы не единственный. Завтра будет вторая программа наших гостей, но уже с участием нашего симфонического хора и симфонического оркестра. Будет исполнено замечательное произведение Сергея Рахманинова «Кала-кала». Якутск принял последний матч сезона Дальневосточной юношеской футбольной лиги. На поле стадиона Туймада встретились игроки местной спортивной школы и «Динамо» Приморский край. И хоть последние оказались достаточно грозными соперниками, якутяне приняли их достойно. О заключительном матче компании расскажет Сарглана Неустроева. Первыми на поле вышли команды до 16 лет. Якутяне к этому матчу подошли на 5-й позиции турнирной таблицы, а вот ребята из Приморья боролись за первое место. И тем не менее, ни та, ни другая сторона сдаваться просто так не хотела. Шли до этой игры на серии из 5 побед подряд в юношеской футбольной лиге. Все ребята были предельно мотивированы. Но и команда соперников, я тоже хочу сказать, у них даже мотивация, наверное, еще больше была, потому что они борются за первое место, и терять очки им нельзя было с нами. Как итог, за все 40 минут первого тайма взятия ворот провести не удалось никому. Игра велась жестко, местами даже опасно, чувствовался накал. Но уже после перерыва якутяне как будто бы подустали. Практически весь второй тайм мяч был у ворот нашей спортивной школы. И почти за 20 минут до окончания матча был забит первый и последний гол. Со счетом 0-1 команда Приморского края одержала победу и выбилась в лидеры турнирной таблицы. Но что-то совсем расслабились якутяне в обороне. Атака за атакой. Гостей. Ну, конец номер! Обидно, но проиграть такому сопернику не жалко. Спортсмены «Динамо» Приморский край сильны, подкованы как технически, так и тактически, отмечает тренер якутской команды Александр Ланг. Впрочем, и приморские футболисты отмечают высокий уровень подготовки наших ребят. В любом случае отдать должное команде хозяев. Навязали хороший футбол нам, хорошее сопротивление. Ну и нам приходилось непросто. Вот. В перерыве внесли коррективы, сделали пару замен. Создали достаточно моментов для того, чтобы довести до победы. Не удалось хозяевам отыграться и во втором матче между командами до 18 лет. Хотя игра и прошла динамично, со счетом 1-4 весы вновь перевесили в сторону Приморья. Не помог даже настрой якутян. Как рассказал игрок спортивной школы Тимур Кондратьев, к состязаниям ребята подошли спокойно, набравшись опыта за весь сезон. Стартовал сезон, не сказал бы, что хорошо, но пойдет. Было тяжко, входили в игру очень сложно, но сейчас более-менее набрали форму и играем спокойно.
Таким образом, якутские футболисты завершили сезон во второй половине турнирной таблицы. С расстроенными чувствами ребята уйдут на короткий перерыв, после которого вновь начнутся сборы перед грядущими соревнованиями как республиканского, так и всероссийского масштаба. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.